Новости. Доброе утро, мои дорогие друзья. Сегодня у меня распаковка. Пришла моя посылка от онлайн-магазина Tikitex. И вместе с вами мы посмотрим, что же я заказала. Мне очень нравятся вещи, я скажу вам до того, как я их распакую. Именно товары Tikitex, они очень качественные. И в принципе они нравятся намного больше, чем мне, моим мальчикам. И заказы тут практически для моих мальчиков. Ну, сейчас я распакую, чтобы не шуршать, и покажу вам. Так, и вот такой вот, заказала я вот такой вот джемпер. В тот раз я заказывала своему дилеру, ему очень понравился. И по качеству нам очень понравилось. И мы вот еще раз заказали, ну, уже чуть-чуть другой. Очень такой джемпер приятный на ощупь. И качество сразу чувствуется. Воротник вот такой вот красивый, стильный джемперок. Он, правда, не теплый, но такой как раз можно под пиджак, под курточку. Нам нравится, не знаю. Я показала дилеру, тоже понравился. Вот, стоит этот джемпер 1400 рублей. И, в принципе, очень даже и недорого, мне кажется. Воротничок такой на резиночке, такой как резиночка. И, как я сказала, качество тоже отменное. Что оверлок проделан прекрасно, что швы. Вообще мне это даже не лезть. Этой продукции Tikitex очень нравится. Именно вот мужские вещи особенно нравятся в этом магазине. Мальчики носят с удовольствием. Так, это уже я заказала. Вернее, сам мой админ заказал для себя. Очень теплая толстовка. Теплая худи. А? Худи. Теплая толстовка, она с таким вот начесом теплым, тоже самое прошито хорошо. В прошлом году мы заказывали, она сейчас даже на нем прошлогодняя. В принципе, за целый год, может быть, чуть-чуть потеряла в цвете, буквально чуть-чуть, и то и по моей вине, потому что стирала не для черных вещей этим порошком, а так ничего, ни катышков, никаких изменений, ни в размере, ни в чем. Вот просто вот. И очень теплая, как раз сейчас такая погода, ему на занятия ходить, очень ему нравится. Вот. Очень теплая и очень качественная, так что, друзья, заказывайте. Так, эта толстовка у нас стоит 2160 рублей. Третью толстовку то же самое, ну, толстовка, джемпер, она уже на замке. Мы тоже такую же заказывали Ибрагиму в тот раз. Ибрагиму она очень понравилась, но видя на нем старшему моему сыну, тоже она очень понравилась. Вот такая вот на замке. Прекрасные замки. Вот такая же теплая, с начесом внутри. Капюшон, как видите, прекрасный. В пасмурную погоду они накидывают капюшон. Ну, на рукавах вот такие вот декоративная надпись, манжеты на резинке. Качество отменное, действительно. Вот в тот раз мы заказывали, по-моему, уже месяц тому назад, и уже раз 5-6 одевал Ибрагим его. Тоже очень теплые, прям вот нравятся они. Поэтому и второй заказали для сына. Также карманы с замками. Замки прекрасно застегиваются, расстегиваются. Все превосходно. Вот, действительно, нам очень нравятся именно вот эти толстовки, вот эти вот теплые вещи от Tikitex. Также мы когда-то заказывали своей дочери пижаму. И моей снохе понравилась эта пижама. Она попросила для нее заказать. И я ей заказала вот такую вот пижаму. Тоже качество отменное, трикотаж прекрасный. Вот такая вот пижама для моей снохи. Такие вот у меня сегодня заказы. Так, я не сказала про толстовку с замком. Она стоит 2960. А пижама стоит 1260. Ну и носки мы заказали еще просто. Называются они «За рулем охотник». 3 пары, 288 рублей. Вот так вот, друзья. Вот такой вот небольшой заказ у меня от Tikitex. Заходите на сайт туда. Там очень много уже нового
пока мы заказывали, мы сегодня снова зашли, посмотрели очень много новых вещей, очень качественных, красивых. И как раз тех, что по погоде сегодняшней. Заказывайте, зайдите, посмотрите. Может быть, мне понравились эти, вам понравится что-то другое. Я вам от души советую. Качество отменное. Заходите и покупайте. Ссылку на магазин Tiki-Tex я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Ну вот как-то так. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Простите меня за мой такой голос и за вот такое вот, можно сказать, экстренное подключение. Я вот как было, так и включила. Короче, как я тут начала, но поняла, что у меня сегодня обязательно нужно выпустить ролик, потому что сегодня 8 октября, а у меня все-таки соглашение с магазином, онлайн-магазином Tiki-Tex, и вы уже это видели, потому что ролик будет идти впереди. Так, сейчас выберу под подушку. Я немного тут все-таки лежала на кухне, потому что сегодня я себя не очень-то важно себя чувствую, друзья. Но поэтому вышла на связь. Важно, не важно, чувствую, работать тоже нужно. Короче, быстрый такой небольшой заказ поступил. Замариновала я баклажаны с заказом салат из баклажан. Сейчас нужно будет еще картошку, морковку, лук, все такое чистить. Но до этого мне нужно сейчас еще с курочками справиться, друзья. Так, немножко буду кричать, не кричать. Так. Вот так вот у меня лежат замаринованные куры, видите, в маринаде. Тут, правда, маринад у меня майонезный, но делать нечего. Ничего страшного, шашлык с майонезным маринадом тоже не будет плохо. Видите, вот так вот я написала, чтобы не... Обычно пишу себе. Но это для дома, не для заказа, для дома. Но раз поступил заказ, раз нужно, что теперь поделать? Сделаем. Нужны куриные шашлычки и 6 куриных отбивных. Так надо будет протереть. Или другую досточку взять, что ли? Где она у меня? Вот. Давайте. Возьмем другую досточку. Так. Сейчас возьмем чашку. Простите, что я гундошу. Не знаю, видимо, я когда готовлю, все-таки мне бывает иногда так жарко в комнате. Открываю дверь, иногда окно открываю. Скорее всего, за это время успела прихватиться. Ну, имею в виду насморк, простуда. Просто насморк и головная боль пока. Сегодня не знаю, что будет дальше. Выпила ибупрофен, но голова все-таки немножко побаливает. Так, ну, как я сказала, делать нечего. Так, теперь. Ой. Аишка у меня тоже болеет, вы же знаете, что она у меня была. Но сегодня мама ее дома. Сегодня суббота. И поэтому... Она дома. Так, теперь вторая курочка. Вчера вы видели, что я выставляла маулит, который был у моей заловки. Так, объясню, чтобы я вам не мешала. Да? Просто, друзья, выпустила, потому что, во-первых, мне очень понравился, как читали это все были мои двоюродные братья моего мужа, как они это читали. Это наша жизнь. Меня, правда, Ибрагим сразу предупреждал. Мама, может быть, отключишь комментарии? Я говорю, да нет, зачем их отключать? Но потом поняла, что я сделала неправильно, оставив эти комментарии, не отключив. Комментарии пошли, и я их отключила. Вы уж меня простите, кто хотел бы, конечно, написать хорошие комментарии. Я и их лишаю, и себя лишаю, и их лишаю вот этого вот общения.
Причем хорошего общения, в хорошем смысле слова. Не надо мне писать и говорить, мне кажется, что это, как это, что правильнее, что неправильнее. Хотя говорят, я знаю, что говорить нужно всегда и на путь истины направлять, и неправильное всегда говорить. Но в этом случае не получится ничего, потому что уже все. Ну, не буду, короче, я не буду. Я же сказала, что у меня не будет такой углубленной политики и религии на моем канале. Вот. Я вам показываю свою жизнь. Все. Показываю, как делаю. Никого не учу. Не говорю, что это правильно. Не мое мировоззрение, не то, что я делаю. Я категорически не говорю, что это правильно. Я просто говорю, что вот как я думаю. Я показываю, что я делаю. И я показываю. Мне просто захотелось вчера, они очень красиво читали этот молит, все-таки на память оставить для себя. Почему бы и нет. И поставить для тех, кому нравится. Вот, вчера я немножко расскажу вам пока вот, да, чтобы быть с вами на связи. А то если я несколько дней не снимаю, то все. Начинать снимать для меня бывает трудно. Вот такой вот я человек. Если я снимаю, то я иду и снимаю подряд, да? А только перестала снимать, все, уже меня не заставить. Неправильно, конечно, но это так. Так, сейчас я протру, чтобы было лучше опалить, а то она очень влажная. Это мне вчера заловка оттуда дала. Я к заловке ездила, вот она меня угостила мясом, фруктами. Целый пакет прислала для мамы, для нас. И курочку еще такой, видите? Ну, она сегодня пойдет по такому делу. А я себе куплю вместо нее обязательно. Просто раз она у меня есть, сейчас послать в магазин никого нет. Так что из нее сделаю. Грудку мне нужна особенно. Ну, наверное, и на шашлык надо будет немножко добавить. Так. Все, влажность ушла. К сожалению, опаливатель у меня унес сын куда-то сегодня. Он где-то с другом где-то что-то они делают. Машину, что ли, чинят. Сейчас быстро опалю на газ-плите, подключусь к вам, друзья. Так, по-моему, я плохо все снимаю, да? Ага, вот так вот. Так, ну вот я уже не опалила, начала разделывать без вас. Просто звонила таксисту. Мне нужно было, чтобы что-то он доставил для меня. Сейчас это все уберем. Мне нужна пока грудка. И, друзья, если вдруг у меня прервется моя съемка, потому что я вдруг могу не успевать и не буду снимать, что я делаю, хорошо? Потому что то смотреть, снимаю я или нет, или как-то подготавливаться, у меня просто нет времени, мне нужно быстро отправить заказ. Понимаете? Так, теперь просто я сейчас приготовлю быстро отбивные, поставлю, чтобы они немножко промариновались. Тем временем дальше курочку. Ну, все у меня надо быстро, все надо быстро. Понимаете? По времени, потому что, чтобы успеть отдать заказ. Вот. Ну, это маринованное, придется эту чуть-чуть быстренько промариновать, добавить лучку. И будет такой быстрый шашлык, да? Так, это пока в сторону. Так, вот так вот. Это тоже обрежем. Видно, интересно? Ага, видно все. Так, ну вчера я расскажу, чем занималась вчера. Короче, у меня был заказ, друзья. Ну, вы видели, кто смотрел в этом шортс. Там я показала, что у меня были котлеты и куры. Так. Ну, грудинка небольшая, но мы как-то что-то придумаем. Сделаем 3. Вот так, может быть, даже. Да, вот так вот. Грудка небольшая, чтобы хорошие были эти. Да?
Ну, посмотрим, как получится. А, ну мне же 6 штук надо, да. Может быть, оттуда одну грудку взять. Что-то, мне кажется, они очень маленькие будут. Ну, посмотрим. Короче, вчера утром рано встала. Ну, после утреннего намаза не легла просто. Пожарила 15 кур. Пожарила из 10 килограмм фарша котлет. Так, где же у меня молоточек? И у меня... И для заловки я обещала сделать свекольный салат, друзья. Вот. Сделала ей свекольный салатик. И уже в 12 часов поехала к ней. Посидела там до 4 до 5. Нет, все-таки эта грудка будет маленькая, отбивная будет такая. Надо будет по 2 штуки вот так вот. Вот надо будет делать отбивную, надо будет оттуда взять, а из этих частей сделаем шашлык. Сейчас минуточку. Так. Вот. Интересно, сколько времени? В темпе вальса надо работать. Вторая часть. Обычно из хорошей, большой курицы выходит 6 этих. Но вот видите, все-таки, но это еще и не маленькая, мне кажется. Эти 2 не маленькие. Так, раз, два, три, 4. Значит, из той еще 2 штуки сделаю. Эти не маленькие получились. А обычно вот из одной хорошей, такой хорошей грудки я делаю 6 отбивных. Ну, тут курочка небольшая была. Так. Сейчас вот такая вот адыгейская соль присыпем сразу же. Так. Ой, простите за мое шмыгание. Так, таблетку выпила, головная боль вроде бы немножко поутихла. Выпила ибупрофена. Так, все, знаю, это 4, но надо будет из этой сделать. Придется. Ничего страшного, что она промаринована. Хочу с косточки снять. Без потерь. Эту косточку обжарим для себя. Так, теперь. Так, ну тоже надо будет снять. Маленькая, как вы думаете? Это будет нормально. Интересно. Так,
одна. Она просто подморожена. Ничего. Так, она маринована, поэтому сюда пока ничего добавлять не будем. Так, это пока отставим. Все. Теперь я промою эту курочку и подключусь. Так. Звонила Тензила. Сейчас быстро замариную эту курочку. Так, красный перец, чесночный перец, друзья. Сейчас. Немножко соевого соуса. Соль, 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 соль. Вот соль адыгейская. Так. Немного паприки добавлю. Так, где-то у меня была и приправа для шашлыка. Так, так, так. Нет, видимо, эта приправа для плова была. Я ошиблась. Ну ладно. Ладно. Так, все. Какая-то вот так вот. Все сюда вместе. Вкусы перемешаются. Это, конечно, большая часть, но это, походу, пока я оставлю. Так, и сейчас сюда нужно лук добавить еще. Так, решила наоборот помельче, чтобы сок быстрее вышел, потому что недолго у меня будет мариноваться, буквально, наверное, полчаса, не больше. Потому что больше времени нет. Ну, благо дело у нас основная курица хорошо замаринована, хоть и в майонезе, но ничего. Майонез вкус не испортит. Так, это ненужная часть. Все, это сейчас на какое-то время отправляю. Сейчас быстренько приберусь и подключусь снова. Дальше посмотрим, что будем делать. Так, теперь быстро зажарку для этих отбивных сделаю. Вот буквально на секунду подключилась. Морковку нашинкую и лук. И на зажарочку. Так, ну вот, буквально полчаса, друзья, прошло. Сейчас я быстренько... Ну, это такой вот быстрый вариант шашлычка. Может быть, делаю неправильно. Посоветуйте, если что, как. Ну, это так, действительно быстрый вариант. Буквально капельку жидкого дыма добавлю, чтобы был запах шашлыка, да? Обман, можно сказать. Ну, много нельзя, потому что будет горчить. К сожалению, я сегодня запаха не чувствую из-за насморка. Так, разлила все. Все перемешали, положили на противень и запекать все. А потом уже придется на шпажке их сажать. Ну, такой небольшой запах для меня есть, но все равно не очень-то чувствую. Все, и в духовку сейчас. Ой, оказывается, вам не было видно, что куда я кладу. Вот. Поспешишь, народ, наспешишь, да? Вот духовку я уже разогрела. Все, пойдет в духовку. Ну что, теперь собираем быстро наши баклажаны. Уже поставила жарить, друзья. Сейчас соберем быстро наши отбивнушки. Так, зажарку сделала.
Так, забыла включить камеру. Значит, баклажаны уже жарятся. Будем делать дальше отбивнушки наши. Зажарка, как видите, уже тоже готова. Так, ну, одна немножко поменьше получилась отбивнушка, но уже мяса нет больше. Слепили заказ из того, что было. Но я ей объяснила, это заказчица Танзилы, что поехать куда-то, что-то купить у меня сегодня некому, мне самой не здоровится. Поэтому они согласились на это, что вот так вот. Надо будет мне затариться, купить все. Так, это у меня оставался с прошлого раза. Уже нашинкованный сыр. Так, иногда забываю, что не слышно меня. Так, для салата обжариваю баклажаны, друзья. Так, теперь помидорка. Все-таки, когда нет обоняния, это плохо. Но у меня не корона, а у меня всегда бывает так. Когда насморк, всегда я не чувствую запахи. А насморк у меня почему-то практически часто бывает. Я не знаю, талия заказчица, которая раньше заказывала, ну вот я делала несколько раз уже подряд. В принципе, чем тут испортишь отбивные, да? Ничего тут такого не испортить-то нечего. Так, теперь сырок. На улице у меня духовка включена. Быстро поставлю туда, чтобы и этот заказ, ну, в смысле, и это блюдо, и то блюдо могло приготовиться практически одновременно, чтобы я его отправила. Ну, таблеточка свою сделала, голова уже меньше болит. Честно, ну, наверное, пока действие таблетки. Первые несколько дней же всегда бывает, что все-таки головная боль. Лишь бы не переросло в кашель, что-то. Но я, правда, уже все делаю. Пью чаи, которые мне Ира прислала. И для иммунитета, этот шиповник. Правда, у меня кашля нет, чтобы пить от кашля. Ни кашля, ничего нет. Просто насморк и головная боль. Скорее всего, я просквозила себя просто. Вчера открывала и окно, и дверь на кухне. Было жарко очень, когда жарила кур. Мне было очень жарко в доме. И вот сюда еще, кажется, на все. Вот теперь я дырочку сделала, друзья, большую. Как-то надо постараться. Сейчас пока так, а потом, может быть, когда растает еще, там у меня еще немножко есть майонезик. Может, поменьше сеточку сделаем. Не люблю, когда сетка большая. Хотя мне говорили, что нужно вот сюда, вот здесь вот проткнуть гвоздиком или спицей, будет здорово. Ну, как-нибудь в следующий раз. Так, все, это дело пошло в духовку. Так, ну вот, видите? Я уже обжарила баклажаны, обжарила лук отдельно. И немножко, прям вот буквально минуточку вместе с луком, с пряностями нашими, с приправами обжарила морковь. Буквально минутку, не до готовности. Прям вот она еще такая же, какая была, но вот обжарила ее. Сейчас это добавлю и постараюсь, пока у меня запекается шашлычок, курочка вот эта вот отбивная. В холодильник надо, но я поставлю в морозильник, чтобы остыло, потому что салат в горячем виде, конечно, не очень так вкусный. Ну, а мне уже почти скоро уже отправлять. Все, отбивные почти наготове. Шашлычок немножко задерживается. Так, послала Ибрагима за контейнерами. Благо дело, у нас в селе есть контейнеры, но опять-таки девочки мне иногда пишут, что вот вы не подготавливаетесь. Да, вот, ну вот плохая я хозяйка, да? Плохая я. Просто у меня было очень много формочек, я уже все, контейнеров. А поехать не успеваю. Поехать, купить, затариться, закупиться. Не было времени. Вот. Не могла дозвониться, пока Ибрагим у меня в Назране. Он бы мне привез все.
Там выбор огромный у нас. Есть упаковочная специальная. Но у него, оказывается, сел телефон, и я не смогла дозвониться. Обычно он мне привозит, что надо, я говорю, пишу. Или он, или старший сын. Я-то, можно сказать, не выездная, не выходная, практически никуда не хожу. Вот как только Танзила стала торговать, так я вообще ничего не покупаю. То, что надо, она мне раз и завезет. Но сегодня она тоже одна, без свекрови. И у ей тоже не получается ни поехать, ни приехать, ничего. Так, все, ну теперь туда, ну сюда нужно дальше заправочку. Сейчас я подключусь. Так, теперь уборку буду потом делать. Вы закроете глаза, да? А то, видите, семена, огурчики откусила, Танзила мне огурцы прислала. Свежие, такие вкусненькие. Так, у меня тут яблочный уксус. 2 столовые ложки добавлю. Так, он у меня 6%, если что. И соевого соуса тоже по рецепту нужно 2 ложки. Ну, я пока добавлю 1, а там посмотрим. Потому что я еще не знаю, сколько у меня тут соли. Сегодня пасмурно у нас, друзья. Ну вот только вот я вышла, немножечко моросня, так дождя не было, но пасмурно. Так, жалко, что я ароматы не чувствую. Я сейчас попробую и посмотрим. Вкус-то я, наверное, чувствую, да? Все-таки повару нужно и обоняние, и вкус. Чтобы все рецепторы работали. Так, досолила. Теперь чесночок. Ну, на эту порцию, наверное, 3 зубчика. Всё. Острый получился, друзья. Я же горький перец сюда еще добавила. Вы знаете, я сама подсела на этот салатик. Начали заказывать тоже. Да и нам теперь он нравится. Так что пока баклажаны еще не очень дорогие, готовьте, друзья. И вы знаете, я слышала, что можно вот эти вот баклажаны, вот как есть сейчас, вот такими вот, уже обжарить. И в обжаренном виде, как его, замораживать. Вот я хочу попробовать в этом году обжарить немножко, килограмма 3-4, наверное. Ну, на редкий выход зимой, когда вот какой-нибудь маулид или еще, или гость какой-то пришел. Если баклажаны уже жареные, в принципе, тут уже и делать нечего. Морковка у нас бывает всегда практически. Я уже мешок, вернее, хотела сказать, купила, нет. Мне Танзила привезла мешок моркови огромный, 50 килограмм. Так, и все, теперь зелень накрошу. И будет все хорошо. Так, сейчас быстро помою. Ладно, сейчас не буду сушку эту, как ее, в которой сушу, вот тапоровой. Хорошо зелень сушится. Сейчас не буду ее ставить. Высушу вот так вот. Так, ну, конечно, кто любитель, хорошо подходит кинза. Но у нас в Ингушетии, честно вам скажу, крайне редко пользуются кинзой. Еще в последнее время как-то начали, но сейчас нет. И мои не любят кинзу. Я люблю кинзу тоже. Знаете, когда? Так, это я сегодня не буду добавлять. Оставлю себе для супчика, наверное, куда-нибудь кинуть. Я люблю, когда вот в чахохбиле готовлю, вот туда кинзу. Она мне не мешает. Чья-то уточка ко мне прибежала. Индоуточка маленькая, я не знаю, откуда она. У меня уже индоуток нет, я убрала их. Не знаю, чья, надо будет у соседей поспрашивать. Давайте я все, да? Зеленью, маслом. Кашу не испортишь, хотя мама кашу маслом не испортишь. Зеленью не испортишь салат.
Все, сейчас я быстренько поставлю его в морозилку, чтобы он у нас остыл. Быстрее пока не готов другой салат. Видите, какие краски? Краски лета уходящего. Осени уходящей. Красиво. Аж самой мне понравилось. Так, все, побежала дальше. Так, оказывается, у меня был майонез с маленькой дырочкой. Отбивнышки наши готовы. Ну, немножко так еще зеленью прикрою и закроется, что я такая прям толстыми этими линиями сделала. Все-таки я люблю, чтобы было красиво, как получится красиво, конечно, я не профи. Теперь жалею, что в какие-то времена не пошла учиться. Я очень жалею, друзья, что я не приобрела какую-то профессию, когда осталась без мужа. Вот. Ну, это тоже, наверное, по воле Всевышнего, если бы мне нужно было бы, то он бы меня направил на этот путь, да? Мне кажется, да? Ну, надо было. Так что учиться никогда не поздно. Это не сейчас поздно. Тогда-то мне было всего, сколько? 38 лет. Друзья, какой я себе тогда казалась старушкой, старой уже. 38 лет, это вся жизнь, можно сказать, прожита мне тогда казалось. Тем более после того, что случилось, вообще мне казалось, что я дальше... Так, пошли слова. Ой, эти каких. Слова паразиты. Хотела сказать, забыла, включила только потом. Когда включаю камеру, забываю. Что же я хотела сказать? Так. Так, контейнеры принесены. Но принесены маленькие. И что мне теперь? Отправлять много контейнеров придется, да? Так. 3 контейнера обновляют придется. Наверное, придется в 3 контейнерах все-таки. Контейнеры маленькие, как видите. Так. Ой, мамочки. Ну да, по 2 штуки только поместится. Если по 3, как вы думаете? Пожалеть контейнер? Нет. Лучше уж по 2. Не будем жалеть. Если что, она за тару отдаст, не отдаст, я уж себе самый, пускай будет. Они не маленькие получились, хорошие получились. Так что недовольства не должно быть. Так. Завтра с утра пошлю Ибрагима за этими формочками. Так, наверное, немножко мелко укропчика нарезать. Как вы думаете? Я просто, знаете, боюсь резать нарезанный укроп, насыпать. Потому что любителей зелени, может быть, мало. Хоть и мало их, не любителей, я имею в виду зелени, но они есть. Поэтому, например, Ибрагим же у меня не любит. Насыпать мелко укропчиком. Как вы думаете, зря вы мне можете не ответить? А? Да классно. Ну, рискнула. Рискнула, положила. Будь что будет. Так, ну и вот так вот немножко. Да? Как вы думаете? Как вы думаете? Вот, друзья, шашлычок я надела на шпажки. Вот так вот, по 2 кусочка, потому что я мелко не стала его рубить. Ну, это не совсем шашлык, конечно, но это то, что мне заказывали, короче говоря. Шашлык в духовке, можно сказать. Так,
теперь лук уже замариновался, такси я уже вызвала. Благо дело уже я как-то сработалась с одним молодым человеком с нашего села. Он не сразу приезжает. Так, надо как-то лучок вот так вот. Хочу, чтобы сфотографировать. Танзила все время просит у меня фотоотчет об этом. Ну, о любом заказе. Поэтому не хочу луком все это скрывать. Ну, просто вот так его положим, да? Как-то. Я сейчас фотографирую, а потом доложу весь лук. Короче, вот такой вот заказ у меня, друзья, сегодня. А дальше я уже буду для своей рекламы Танзили снимать. Она уже на нас ведет инстаграм-страничку. У нас общая страничка получается. Так что ей заказывают, мне заказывают. Где она сделает, где я сделаю. Вот так и работаем, друзья. Так, ну вот, друзья, на сегодняшний... Я сегодняшний ролик закончу. Вот, как видите, сейчас быстренько это сфотографирую для Танзилы, для инстаграма, для ее рекламы. Она все время просит меня сделать фотоотчет. Поэтому с вами я сейчас попрощаюсь. Желаю вам, друзья, всем мира, здоровья, благоденствия, милости Всевышнего. Желаю, чтобы нам все наши молитвы наши были услышаны Всевышним. И все, что происходит в этом мире плохое, остановилось. Мы на это очень надеемся. Всех благ вам. Масовосик могуж мяшевош. Я мумал должда хамдадян. Эхтубян. Могуж мяшедош. Вейдей ноаной дизл. Чем говорить могуж мяшевош. Хлдвей возндял. Диария слушан. Сахлшин. Спасибо вам огромное. Ну вот как-то так, друзья.